Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Внешэкономбанк Туркменистана запустил новую банковскую карту для интернет-покупок в зарубежных магазинах. В Туркменистане начали вручать денежные подарки к 8 марта. Сердар Бердымухамедов встретился с лидерами Азербайджана и Узбекистана в Баку и другие новости. Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана запустил новую банковскую карту Visa Virtual, с помощью которой можно совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах и сервисах, заказывать услуги, приобретать электронные билеты, бронировать отели и многое другое. Открыть карту Visa Virtual можно в филиалах Внешэкономбанка в Ашхабаде и Туркменбаши. С собой необходимо иметь паспорт с его копией и первоначальную сумму, которая будет храниться на вашем счету в долларах США. После оформления карты пользователь получает реквизиты, номер, срок действия, проверочные коды. Женщинам и девушкам Туркменистана по случаю приближающегося праздника 8 марта начали вручать денежные подарки от имени президента Сердара Бердымухамедова. По доброй традиции вручение денежных премий в размере 60 манатов проходит в торжественной обстановке. Одними из первых денежные подарки от президента начали получать воспитанницы детских садов. По завершении пленарной сессии саммита контактной группы движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Автопарки Туркменистана пополнились новенькими и комфортными такси марки Toyota Corolla и Hyundai Elantra. 530 легковых автомобилей японской марки пополнили технический парк агентства «Туркмен Автоулаглары» в Ашхабаде. Таксопарк производственного объединения «Лебаб Автоулаг» пополнили 45 компактных седанов Toyota Corolla и 40 Hyundai Elantra. Таксопарк производственного объединения «Балкан Автоулаг» пополнили 34 машины, а таксопарк Ахалского вилаята – 50. 1 марта президент Сердар Бердымухамедов принял в Ашхабаде руководителя группы проектно-строительных компаний «Возрождение» Игоря Буката. В ходе встречи бизнесмен проинформировал главу государства о проводимой работе. Доводим до сведения жителей Марийского вилаята, что в связи с упразднением Серхетабадского и Огусханского этрапов изменены местные телефонные коды городов, а их административные единицы переданы Тактабазарскому, Мургабскому и Сакарчегинскому этрапам, говорится в официальном сообщении Марытелекома. Телефон для справок 071. В 2023 году КАМАЗ на 15% увеличит выпуск грузовиков. Таким образом, количество произведенных заводом машин массой от 14 до 40 тонн составит более 50 тысяч единиц. В этом году КАМАЗ вновь приступил к производству грузовиков К5 с комфортной кабиной нового поколения. На атомной электростанции Атуча в Аргентине произошел сбой, повлекший массовое отключение электроэнергии в Буэнос-Айресе и в ряде соседних регионов. Причиной сбоя стал пожар в северных районах Аргентины, повредивший высоковольтную линию электропередач. Из-за аварии без света осталось около 20 миллионов человек населения. Чемпионат Туркменистана по футболу сезона 2023 стартует 4 апреля. Турнир пройдет в 4 круга, в нем примут участие 8 клубов. 3 клуба Алтынасыр, Ашхабад и Капедак представляют столицу. Балкан из Балканабада и Шагадам из Туркменбаши, Балканский вилаят. Мерфи Энергетик, Марийский вилаят и Ахал, Ахалский вилаят. Матчи первого и второго круга будут сыграны до конца июня 2023 года. Мадридский Реал потерпел поражение от Барселоны в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу. Встреча, прошедшая на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде, закончилась победой каталонской команды со счетом 1-0. На 26-й минуте защитник королевского клуба Эдер Милитао переправил мяч в свои ворота. Таким образом, Реал потерпел первое поражение в сезоне на своем поле. До этого подопечные Карло Анчелотти одержали на домашнем стадионе 11 побед и трижды сыграли в ничью. Ответная игра между этими командами состоится 5 апреля на стадионе Камп Ноу в Барселоне. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.